Всем доброго времени суток. Хочу познакомить вас с хозяевами базы, которая находится на верховьях Амги. Семья Ивановых, потомственные таежники, Виктор Петрович и его сын Иван Викторович. Иванович! Ах ты где он, ты? В думе он, в думе. Сейфа нынче. Этот сейф тоже, ага, с рассказом. Кое-как я его привез. Сказали же, чтоб сейф был дома-то. На базе вон оружие в сейфе стоят. Ключ 120. Обязательно должно быть сейф, сказали. Вот привезли сейф, поставили. Все. Там отписался, что сейф стоит с ключом, все. Когда вообще видал Москва вообще. Это ружье когда купил, обкапку сделал тут наверху пешком. Я люблю пешком охотиться. Сразу пошел, нашел следы и вытропил. Ну, сперва, конечно, пристрелял. Подошел, ну, как сказать, близко, метров где-то 20, наверное, 15. Стоит. Тут раньше олени были у нас. Они скинули рога, древние рога. Они любят это время фосфор. Кушают. Короче, как вам объяснить? Ну, это фосфор филдер. Жуют. Старые рога находят. Все звери любят вот это. Особенно весной. Фосфора не хватает, они жуют этот рога. Стоит, жует. Близко подошел к нему. Один выстрел сделал, упал. Хорошее оружие. Карабин хороший. Вепер КМ 7,62 на 39. 6-й год у меня. Продление сделал нынче. Выезжал. Комиссию прошел, все продлил. Еще мэра взял. Дробовое. На уток. Сейчас же законы все крепчают и крепчают. Надо все бумаги таскать. Только дипломат надо иметь большой. Где эти все бумаги положить. Раньше тунгусы бегали без все. Без ничего. А сейчас сперва бумагу таскаешь. Потом уже все свое таскаешь. Это база основная. Утром встал, палатку затопил. Все, она нагрелась, выехал, поехал. Дрова навез, дров навез там. Документы везде собираем. Даже на дрова, даже на сухостой. Вон, сухостой вот. На гарях вот сухостой пилим. И то документ собираем. Ездим. Спрашивают здесь, приезжают-то спрашивают, документы на дрова есть, конечно, есть, говорим, показываем. Лежат же, он деду каждый год делаю. На 30 кубов делаю. На дрова. Это он, чтоб летом тут печки топить. Там бумага до хрена. Кипа целая такая. Я же говорю, макулатуру таскать. Нарту вторую надо, чтобы макулатуру всю возить. Без макулатуры тоже попадется, оштрафует. Вон бабаёвский дом стоит. Малая у меня дочка приезжает. Ну я же здесь у деда бываю, поохочусь, обратно домой еду. Там втариваюсь продукты. Малая говорит, что ты, папа, постоянно деду продукты возишь? Ну я говорю, яга-то утаскивает, пока никого нету, говорит. Давай свалим, говорит, этот дом, чтобы яга не воровала, говорит. А сама боится туда идти. Там же баба Яга живет, говорит. Сок. Это от своего потомок наших кровей. Рысь вот кусачая.
пускать боимся, когда гости. А так кусается. Ну, есть кого кусают, кого нет. Еще 2 года. Как так? Верить не надо. Ну, вроде бы ум есть, не тупой. Вот сейчас возили, научили на буран садиться, на нарты прыгать. А так вообще пешком бегает. Все время в лесу, никогда не садим. Все время то вперед бурана бежит, то сзади бежит. Осенью-то все на капканы же едем. С ними же надо заниматься. А тут где заниматься-то? Тут-то везде скалы. Что более этого гонишь и на камни загоняешь. Толку-то. Да. Bir kayıtır var. Bir так вот. Bir кырдасты хыттар. Мать еёшняя была. Лет сколько уже? 13. Та универсальная была. Вот та натаскала вот его. Сейчас боимся вот весной отпускать. Опять в прошлом году он дед прогулять отпустил, они так на табор туда ушли, на дальнюю избу. По дорогу из зубря задавили. И кен. Приехал я сюда, дед говорит, собак нету. Сколько дней, говорю? 4 дня. Поехал, смотрю, там они. Там по дороге, где-то отсюда километр 15. По нас тут, конечно, задавят, не отпускай, говорю, вообще. По нас тут они бегают-то везде же. Вторые волки. Зебря нашли там, поймали. Смотрю, ну бились-то долго, ага. Да задавили все равно. С братом поехали, смотрю, бегают среди. Днем-то отпускает нас. Вышли на дорогу, сидят довольные, увидели меня. Нынче добивать буду этот второй дом. Семья большая у меня. 5 детей. Летом-то приезжаем, да не вмещаемся. То палатками, то это. Ну, что-то добить надо. Материал вроде бы загнал. Доски взял. Все. Купил доски. Сейчас же все бесплатно, ты ничего не возьмешь. Вот так вот. А этого дома дед уже выгоняет. Делай свой, говорит. Тут не командуй. Это моя база, говорит. Начинаю уже. Иногда веселье бывает у него тут. Начинает тут командовать. Иди, говорит, дом свой сделай, да там и командуй. Дед наш, старейшина в Амге, на вид-то вроде бы да, молодой же, замерз здесь в тайге, не стареет, или законсервировался. Здесь родился дед. Как считает окон? А натурально кунигин. В этом месте раньше у Ягинского наследия колхоз имени Кирова был. Правда? Нормально. Коров держали, лошадей, оленей, лесоферма была. Потом, как укрупнение пошло, в 1957 году. 5 лет было, да? Ну, мне 5 лет было. В 1957 году все вывезли. Вывезли. А ты ворву подтекавших? Поселок Угаян вывезли. Чем вывезли, гнилась, а ты ворву там? Но кто на оленях, коров по берегу, это считай 300 километров по берегу гнали. 7 поселков. Я даже не помню, как лесоферму переводили. Лошадей гоняли. Ну, смотри, Алик, мне казался, да, я как вот здесь вот, как дед сюда переехал, вот на родные земли-то,
Мне казалось, что у меня деды все время там охотились, в сторону Алдан. Но там у него брат, тоже старший, старейшина тоже. Нынче вот узнал я от него. Интересно же, где мои потомки-то охотились. Это все равно, как кровь-то играет. Спрашиваю у него. Где, говорю, мои деды охотились, говорю. Оказывается, возле трассы они охотились. Вот где Улу, Ханягардах. Вот Ханягардах, это, оказывается, дед мой названный, насчет деда. Он лыжи делал и качекадцам продавал, оказывается. Те года уже. Лыжами занимались они там. Уезжали отсюда и лыжами на весну занимались. Вот это время они уже лыжами занимались там. Себе продукты. Специально делали. Ага, специально на продукты вот делали и менялись. И главное, вот интересно, на той стороне оленей никто не держал. Вроде и ягель есть, только вот на этой стороне вот амги вот. Ну здесь, видать, ключи холодные со стороны Черт его Алдан. знает. Там верховые, это вот этих речек, все они холодные. Не, ну скорее всего Там там еще... холоднее все равно. Это вот снег, короче, очень большую роль играл. Здесь-то снегу-то больше же, и поэтому олени, видать, не разбредались. А по ту сторону Амги-то... Да вот снега эти всегда же дикари не подходят даже. И верховые Гампардаха там, говорю же, летом вообще холодно там. Там, здесь, если жара, там как ключи холодные. ну, Но он же холодный. И в там том плане, короче, вот это вот искусственный, летом от гнуса. Да, да, да. искусственный Кабаня, солонец гнуса, там от тоже пауков есть. вот этого. То не турбилерлер не олен новарларын. Тихиге улах, ампардах, багын калтамалар эн, калтамалар ким балдар. Хайванлар калтамалар. Халтама уже Таба, ну, загон оленей, там стойбище оленей, где летом олени прячутся от комаров, от пауков, дымокур делают. Стойбище. Там находим мы, охотимся-то, находим их. Рассказов надо слышать побольше. Дедов. Любил я это, пацаном был-то любил. Как они там разговаривают, как они подошли там. Как вечером же тут за столом, на палатке-то вечером-то начинаешь рассказы слушать-то. Байки охотнические-то. Как пошел, как упустил, со стороны так набут. Все в голове же укладывается. Потом сам пробуешь. Я вот, честно говорю, вот, на Соболя, если иду, да, вот пацаном ничего, если вот, ну и встречал я их, постоянно видел, не успевал просто с Тозовкой, что там делать. Иногда сам пытался что-то делать, подкрадываться, смотрю, он уже убежал. Как он убежал, вот и думаешь, с той стороны надо подходить. Пацаном был еще, берлогу нашел. Охочусь, короче, на верховом. Ну, еду, песню. Как это, октябрь, да? Октябрь, 7 октября же тут праздновали же. День это вот. Короче, на верховом еду. Ну, Соболя одного добыл, еще второго иду. Слышу, глухари взлетели. Ну, взлет-то крыльев-то слышно. Еду, смотрю, следы прошли глухариные. На ягоды, на голубике, на сопке же. Спрыгнул, верхового привязал, с Тозовкой. Смотрю, собака-то привязанная. Собака нюхает вверх и в ту сторону смотрит. Ну, значит, туда полетели. Собаку не отпускаю, он же разгонит всех. Ага, пошел. Бродил. Обратно возвращаюсь. Ну и иду, а он как-то на склоне вот так привязанный наверху стоит. Верховой и собака. Собака сидит и нюхает. А я иду. Ну, пацан же. Смотрю, дыра такая поднимет. Вот такая дыра. Я подхожу, смотрю, но все равно же рассказываю с дедов. Смотрю, мух натасканный. Сразу за сосну Тозовку зарядил. Как верхового оттуда забрать-то? Прямо над ним стоит. Вроде бы маленький, ну натянулся на веревке. Я его подтягиваю.
Ха! Ускакал, да. В палатку прихожу, час дня. Сидел, деда ждал, вдвоем заохотимся. Ну, все, хлеб там, все сделал, лепешки, жрать сварил, дед приходит. Че, давно приехал? Давно, говорю. А че ты не соболюешь, такую рань приезжаешь, говорю. Я там что-то нашел, говорю. Че, говорит? Ну, дырку, говорю. Такая она, такая, и давай, как ФСБшник, бля, меня все спрашивает. Я уже в этих-то, ну, суете-то, пацан же. Че ты меня, говорю, докопался, говорю, завтра поедешь, да посмотришь, говорю, завтра я тебе покажу, говорю. Ну ладно, на следующий день пошли. Собаку взяли старого, матерого, ну, вверху. Ты, говорит, близко не подъезжай, остановишься, говорит. Ну, я на 1,50 м остановился. Ну, у него-то глаз-то на метр. Вон он, что ли, говорит. Ну да, говорю, вон он. Ну, пошли, говорит. А те года карабиновый вин мало же было. А у нас 32-й был. На, говорит, 32-х. Возьми на всякий пожарный. Ну, тепло в сапогах еще и ездит. Вот тут усыгни-то не были. Старые же сапоги, советские. Идем такие. Он длинную веревку завязывает, короче. Я стою. А этот сидит, на эту дырку смотрит. На нас посмотрит. Фу, тоже старый. Думает, видать. Сказать, не сказать. Короче, сидел. Я говорю, ну чё? Ну, вроде бы нету ничего, говорю. А этот возьми, да гавкни на. Вот стоим и разговариваем. Неожиданно, понял? Ой, у меня разворачиваюсь и в бега, понял? Этот меня говорит, стой! Я остановился, меня трясет. Иди, и он давай лаять на эту берлогу. Я говорю, есть, иди, давай, говорит, посмотрим. Бросай, говорю, поехали обратно. Ну и пошли. Данилыча тут соседа позвали. Вот карабин, глава общины был. У него карабин. Данилыч, да, этот летун. Петр Иванович. Приехали, ага, чик. Ведь это уже старые пираты. Добыли, короче. 7 октября добыли. 7 октября. Там одна голяма 7 добыли. Поехали потом. На медвежьем жиру лепешки делали. Где-то раньше-то постоянно верховые были-то каждый год. Ну, он-то. Я сейчас вот на лыжах бегал, находил. А сейчас что-то не хочу я их вообще. Что-то как-то отошел. Не, ну столько страстей. Это вот такие больные, это, я тоже по свалкам. Однажды вот Васята был, этих, ты короче, говоришь, больных медведей, чё, да? ладно, И медведь. сейчас и неохота даже медвежат. Не, ну ладно, медведь хищный зверь, да? Хищный, он много падали кушает, весной выходит, и может заразиться. А вот сахатый вот лошадь-то. Одна вот там добыл Сахатова, вверху тоже. Специально на лыжах пошел. Иду, смотрю, он встанет и прыжками идет. Я у них в понятках, вроде бы ветер на меня. Подошел, попробовал, нет, утром на рано уже побежал. Ну, думаю, где-то остановится. Бежал, галопом остановился, кормиться начал. Резко остановился и кормиться начал. Ну, я сверху иду, смотрю, стоит он. Добыл, лось здоровый, понял? Здоровый. Здоровый. Ну, обдираю и думаю, что-то какие-то вот такие вот, как будто яйца белые на мясе. Я думаю, от ирника, что ли, эти семена напали. Там же ирник рядышком. Снаружи по этой самой. Да, Это как везде. отдирал, короче, Да. снаружи. Потом, Снаружи между кожей и мясом. ага, потом беру задние ноги, располовиниваю. И внутри прямо там, прямо вот так, Внутри водяные, мясо, да, точечки. И середина, ну как белок. Я не пойму, что я его специально сюда привез. Это так же. Здесь пока
положил на льду, Положу, ребят. вывез, ветеринарам дали. Так, ну-ка тут. Что за, ну, фигня тут, что за болезнь? А сверху сюда положу. Ветеринары сказали, ну, это убивается, какой-то паразит сказали, это убивается на сколько-то там, короче, температура. У нас эта печка температуру не дает, так. Мы здесь с жары Это вот такую температуру. Да. Должна кипеть и пластами вот так как резать, чтобы она все выкопила. Не такими кусками варить, а вот такими пластами. Я вон на той стороне вывез его. Сухостоя натаскал с пацаном. Полностью сжег. Полностью. Совсем его. Все, копытами вместе все сжег. Чего его кушать-то? Собакам даже не стали варить. Все, он на той Собаки стороне. заразились. Ну вот это. Тоненько. Санька-то Балдин На покойник. костре. Он же увозил. Я ему же кусок давал. Иди, говорю, Валдане же, А говорю. ветеринарку знаешь? Ну, ветеринарку. Он через 2 дня сразу мне позвонил. Ванька, не вздумай кушать, говорит. Сожги его, говорит. Я знаю, все равно Он ты... сказал, какая болезнь? Ну, какую-то говорил. Там, говорю же, вот так пластами резать надо. Вообще тоненько, чтобы прозрачная была и варить. Чтобы Это эти неизвестно, те это сваривались. Поэтому, наверное, если вот эти белые эти. А это зоологию беспозорную давно забыл. Конина, что? Не делать будем, что ли? Будешь ржать ходить. Будем работать, попердывать. Как же без этого? Работать надо, ага. Полная отдача.